Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеева. Сегодня в нашей передаче мы говорим о новой коронавирусной инфекции COVID-19. Здравствуйте, Олег Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Геннадьевич. Здравствуйте. Сегодня разговор у нас о новой коронавирусной инфекции. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, что из себя представляет коронавирус? Коронавирусы – это целое семейство вирусов, которые вызывают заболевания как у людей, так и животных. Коронавирус у нас известен с 1960-х годов. Их насчитывается более 7 видов. Многие ученые к числу коронавирусов причисляют как свиной грипп, так и птичий грипп. Это связано с тем, что эти виды гриппа вызывают заболевания как у животных, это свиней и кур, так и заболевания у людей. Свое название получили из-за специфической формы оболочки. Ее белковая структура напоминает ворсинки, которые выглядят как солнце. С этими вирусами наука знакома с 1960-х годов. Опять же. Большинство из них безопасны, они вызывают обычную простуду и протекают легко. Но есть ряд вирусов, которые вызывают осложнения, такие как пневмония, отек легких, вследствие чего возникает смерть человека. Вячеслав Геннадьевич, а в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от остальных видов коронавирусных инфекций? В отличие от других штаммов коронавируса, коронавирус может проявляться в виде двух вариантов. Это сначала появляется кашель, насморк, повышение температуры, и затем наблюдаются воспалительные процессы в гортани, легких, что приводит к вирусной пневмонии. Но есть другой вариант, который начинается с насморка и озноба, и затем быстро наступает воспаление и отек легких, что может привести к летальному исходу. А каков механизм передачи новой коронавирусной инфекции? Штаммы вируса распространяются воздушно-капельным путем при непосредственном контакте с больным, поэтому наибольшему риску подвержены родственники, которые проживают с заболевшим. Также есть пути передачи, такие как контактно-бытовой путь передачи. Коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки, и люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, глаза или носа. Также возможна передача через загрязненные пищевые продукты, если они не прошли термическую обработку. А какова эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в мире, в России и в Чувашской республике? В мире заболело более 339 тысяч населения, и эта цифра меняется ежечасно и, к сожалению, в сторону увеличения. Лидером по количеству подтвержденных случаев остается Китай, где заболело более 81 тысячи населения. На втором месте Италия, заболевшим более 59 тысяч. И на третьем США, где заболело более 32 тысяч населения. Во всем мире от коронавируса умерло более 12 тысяч человек, и по статистике процент погибших составляет около 4,4%. Больше всего погибших от коронавируса наблюдается в Италии, более 5 тысяч человек, в Китае более 3 тысяч и в Испании более 1700 человек. В России, по последним данным, зарегистрировано 438 заразившихся от коронавирусной инфекции, и в последние сутки было выявлено 71 случай, и все они в Москве. Все новые инфицированные в последние дни недели вернулись из стран, в которых наблюдается неблагополучная эпидемиологическая обстановка. Заболевших госпитализировали и поместили в специальные боксы, и контактировавшие с ними отправляются на обследование медицинским работникам. В Чувашской республике у нас зарегистрирован один случай заболевания. Это житель города Чебоксар, который прибыл из Бразилии транзитом через Швейцарию. Все лица, посещавшие страны, неблагополучных по коронавирусной инфекции, изолируются на дому и подлежат медицинскому наблюдению сроком на 14 дней. Проводится термометрия 2 раза в день, берутся мазки из зева и носа на инфекцию. В Российской Федерации более 52 тысяч населения,
остаются на данный момент под наблюдением. Олег Леонидович, а какова эпидемиологическая обстановка в нашем городе? На сегодняшний день по городу Канаш и Канашскому району зарегистрировано 3 граждан, которые контактировали с заболевшим коронавирусной инфекцией, а также под медицинским наблюдением находится еще 15 человек, которые прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. Лицам, которые контактировали с заболевшим коронавирусной инфекцией, а также прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, необходимо соблюдать рекомендации по самоизоляции. Какие мероприятия проводятся у нас в городе по недопущению распространения данной инфекции? Работодателям рекомендуется обеспечить при входе работников в организацию или на предприятие возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов или дезинфицирующим салфеткам с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. Контроль температуры тела работников при входе работников в организацию и в течение рабочего дня. С применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом. Это электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры. С обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаком инфекционного заболевания. Контроль вызова работникам врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшим на дому. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок – это 14 дней. При возвращении из стран, где зарегистрирован случай новой коронавирусной инфекции. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены. Это режим регулярного мытья рук с мылом или обработка кожного антисептиком в течение всего рабочего дня и после каждого посещения туалета. Качественная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств вирусицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, это столы и стулья и арттехника работников, место общего пользования, это комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат, комната оборудована для занятий спортом и во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа. Наличие в организации не менее чем 15-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания. Это маски и респираторы. Регулярно, каждые 2 часа проветриваем рабочих помещений. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха с целью регулирования обеззараживания воздуха. Это уже по возможности. Также рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллектив, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия. Направление сотрудников в командировку, особенно в зарубежные страны, где зарегистрирован случай заболевания новой коронавирусной инфекции. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируется случай заболевания новой коронавирусной инфекции. В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации граждан, приезжающих из неблагополучных по коронавирусной инфекции, должна считаться изоляция, самоизоляция в домашних условиях. В категории лиц, в отношении которых необходимо применение режима самоизоляции, попадают граждане, которые прибыли из неблагополучных по COVID-19 стран. Под самоизоляцией подразумевается изоляция лиц в изолированной квартире за исключением контакта членов своей семьи или другими лицами. При этом изолируемый должен находиться в помещении, где проживает как собственник или наниматель. Изолируемый не ограничит в своих правах на территории своего жилья, однако покидать его не имеют права. По прибытию в Россию необходимо сообщить о своем возвращении из стран неблагополучных по коронавирусной инфекции, месте, дата пребывания на указанных территориях, адрес места самоизоляции и другую контактную информацию по телефону горячей линии территориального отдела Роспотребнадзора. Режим самоизоляции устанавливается срок на 14 дней с момента пересечения границы Российской Федерации. При условии совместного путешествия нескольких лиц, проживающих в одной квартире, возможна совместная изоляция нескольких лиц. Лицам, находящимся в изоляции, запрещается выходить из помещения даже на непродолжительный срок. За покупкой также запрещается выходить, вынос мусора, отправки почты и другое. Для обеспечения изолирования всем необходимым могут привлекаться родственники, службы доставки, волонтеры и другие лица без личного контакта с изолируемым.
Бытовой мусор, образующийся в месте изоляции, упаковывается в двойные прочные мусорные пакеты, плотно закрывается и выставляется за дверь. Соответственно, для вывоза мусора, я уже говорил, что могут привлекаться волонтеры, родственники и другие лица. В период самоизоляции необходимо соблюдать режим проветривания, правила гигиены, мыть руки водой с мылом или обрабатывать кожным антисептиком перед приемом пищи, перед контактом со слизистыми оболочками глаза, рта, носа, после посещения туалета и так далее. Регулярно проводить влажную уборку с применением средств бытовой химии с моющим или моющим-дезинфицирующим эффектом. Изолированные имеют право покидать место изоляции в следующих случаях: это при возникновении ЧС, в случае возникновения угрозы жизни или здоровью изолированного лица, при появлении первых симптомов заболевания COVID-19 необходимо позвонить в медицинское учреждение заблаговременно, и, соответственно, врачи приедут и на месте окажут помощь. За изолируемым устанавливается медицинское наблюдение на дому с обязательной ежедневной термометрией, осуществляемой медицинской работникой с обязательным соблюдением мер биологической безопасности при контакте с изолируемым. За все время нахождения в режиме изоляции на дому открывается двухнедельный лист нетрудоспособности без посещения лечебного учреждения. Контроль за соблюдением изолированным всех ограничений и запретов, которые были включены в понятие самоизоляция, возлагается на участковых уполномоченных полиции. Это проведение инструктажа с изолированным, контроль по телефону лиц, подлежащих изоляции. Участковые уполномоченные полиции осуществляют надлежащий надзор, разъясняют условия изоляции на дому и последствия нарушения режима. Как защитить себя от заражения коронавирусом? Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, это поддерживать чистоту рук, поверхностей, соблюдать требования личной гигиены. Надо держать руки в чистоте, часто мыть руки с водой, с мылом или использовать дезинфицирующие средства. Также не стараться касаться рта, носа или глаз немытыми руками. Носить с собой дезинфицирующие средства для рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить руки. Всегда мыть руки перед едой. Необходимо соблюдать осторожность, когда находитесь в людных местах, системах общественного транспорта. Максимально сокращать прикосновение к находящимся в таких местах поверхностям и предметам. Не касаться лица. Необходимо носить с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывать нос и рот, когда вы кашляете или чихаете. И обязательно утилизируйте их после использования. Избегать приветственных рукопожатий и поцелуев в щечку. На работе регулярно очищайте поверхности устройств, к которым вы прикасаетесь. Это клавиатура, компьютеры, панель техники общего пользования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни. Необходимо носить медицинские маски, закрывать аккуратно нос, рот маской, не прикасаться к маске во время использования, после прикосновения к использованной маске, чтобы снять ее, вымойте руки. Нельзя использовать повторно одноразовые маски, их следует выбрасывать после каждого использования и утилизировать сразу после снятия. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции среднее специальное учреждение отправлено на дистанционное обучение. В школах у нас сейчас каникулы. В детских дошкольных учреждениях проводятся утренние фильтры детей, усиленные меры дезинфекции. Спасибо, Олег Леонидович. Спасибо, Вячеслав Геннадьевич, за полезную информацию для нашего населения. Сегодня болезни распространяются быстрее, чем когда-либо. Это происходит из-за роста городов, популярности дальних путешествий, отсутствия санитарных условий и контроля над разносчиками болезней в некоторых странах. Чем опасна пандемия? Прежде всего, большим количеством зараженных. И что же нам делать? Прежде всего, не игнорировать призывы медиков и властей. Я понимаю, как всем надоели простейшие меры предосторожности в духе «мойте руки», «дезинфицируйте все, что можно», но я не могу не повторять «мойте», дезинфицируйте. Скорее всего, сейчас инфицированных гораздо больше, чем по официальным данным. Дело в том, что у COVID-19 длинный инкубационный период, и симптомы часто похожи на острую респираторную инфекцию. Поэтому многие люди переносят заболевание, не обращаясь к медикам и не делая тесты. Но эти люди являются источником заражения для других.
Каждый из нас должен сделать все, чтобы избежать заражения вирусом и не распространять его дальше. COVID-19 распространяется воздушно-капельным путем, поэтому важно избегать мест с большим скоплением людей, аэропортов, вокзалов, школ, супермаркетов, больниц. Если вам все же крайне необходимо посетить данные учреждения, выбирайте максимально безлюдное время и следуйте основным правилам гигиены. Не водите развлекаться детей. У детей, как и у множества взрослых, заболевание вообще может протекать бессимптомно. Вы даже не поймете, что сын или дочь подцепили вирус. Но потом ребенок обнимет бабушку, чихнет в гостях у дедушки и поздоровается с пожилой соседкой. Вы готовы нести ответственность за жизни этих людей? Медики просят вас сидеть дома не потому, что коронавирус представляет смертельную опасность для большинства людей. Именно большинству он не страшен. Смертельную опасность несете вы. Подхватив вирус, и, возможно, даже не заметив этого, вы принесете его тем, у кого со здоровьем дела обстоят не столь радужно, людям в возрасте, больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, тем, у кого имеются другие хронические заболевания, тем, у кого ослаблен иммунитет. Помните, чем реже вы будете выходить из дома и встречаться с другими людьми во время пандемии, тем больше вероятность не заболеть и сохранить свою жизнь и жизнь окружающих. Единая горячая линия России по вопросам COVID-19 8 800 2112. Министерством здравоохранения Чувашской Республики на базе Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи организована круглосуточная горячая линия для граждан республики, возвратившихся из стран, в которых были зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19. 8 83 52 26 14 14. Вы также можете обратиться на горячую линию Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Чувашии по следующим телефонам. В рабочее время 8 83 52 58 24 48 58 51 66. В нерабочее время по выходным и праздничным дням 8 83 52 58 53 11. Телефон приемной Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике Чувашии 8 83 52 58 17 13. Наша передача подошла к концу. До свидания. Берегите себя и своих близких.